наши бездомные питомцы. Еще к нам гость пришел. Дикие все, конечно. Вот, ну-ка. Дерутся тут еще. Ну что, друзья, мы вас с папой приветствуем на своей семейной даче. На Фазенде. Фазенда, да. Наша семейная дача, которая, напомню, нас кормила многие годы. Мама с папой долго на ней трудились. Сейчас у нас тут так здорово. Сегодня 27 апреля. Сегодня праздник в Якутии. Вот первым делом мы с папой хотим вас поздравить, всех якутян, со столетием вхождения Якутии в состав Советского Союза. Это Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Появилась ровно 100 лет назад. И очень знаково, что вот я начинаю свой проект дружбы народов именно в это время, потому что Якутия это очень многонациональный, в принципе, регион нашей страны. Порядка 42 там народностей проживает только в Якутии, а во всей России около 190. Вот представляешь? Да. Ну там разные и из других, из советских республик народности считается, но тем не менее, да, то есть это вот... это нормально, да. Очень знаково, что Якутия является собой таким большим примером многонациональной дружбы народов. То есть там народности проживают вместе уже много лет, дружеские, и вот Россия многонациональный народ, поэтому я всех якутян, мы с папой поздравляем. Да, всех поздравляем с праздничком, с этим. Вот в честь столетия Якутии, вот Якутская ССР, я и начал, в том числе свой автопробег, о котором сейчас расскажу позже. Но вот первым делом мы с папой вас хотели поздравить с праздником. Да. Живите все в дружбе. 3-4. Поздравляем! Ну ты меня предупредил, мы не репетировали. Ну я же сказал 3-4. Ну я не понял, что ты имеешь в виду, что потом надо говорить после 3-4. Ну а пока мы с папой, тут папа приехал, мы немножко работаем. Мама у нас сейчас на работе, папа сегодня выходной. Вот на даче разные полезные дела делаем, готовим к сезону. Ну и кошки нам в этом помогают. Да, кошки помогают. Кто не смотрел предыдущее видео, повторю. Ну, я считаю дату 25 апреля, круглую дату хочется. Я все-таки наконец-то решил начать большой проект, посвященный дружбе народов. Пока вот рабочее название «Планета дружбы народов». Кстати, это народный проект. И давайте вместе попробуем придумать, может быть, более креативное название. У меня на это вот никогда не хватало почему-то вот... изобретательности, чтобы какое-то такое цепляющее слух, взгляд, название. Поэтому давайте, кто хочет помочь в этом, пишите свои варианты в комментариях, как можно еще назвать. Ну, основное это дружба народов. Пока вот у меня планета дружбы народов. Начал я уже разрабатывать символику. Вот значок здесь уже видели в прошлом видео. Это, я не помню название всех этих штук. Ну вот, в общем, он будет здесь на видео. Плюс цветной. Пускай будет тут. Это уже как лейбл, или как это назвать. Вот. Спасибо Инне Светловой. Это племянница моей подруги. Она мне очень хорошо помогла в дизайне в этом. Вот сейчас вот, мы с ней вместе разрабатываем. Помимо этого, потому что нужно мне еще наклейки на машину. Я сейчас тоже думаю, как тут что сделать, где... Ну и нужно все успевать, потому что мне нужно выезжать, по идее, 7 мая, чтобы успеть в Вологду. И... сроки на самом деле очень-очень поджимают. Кстати, получаю уже опыт. Вчера посадил аккумулятор. По-глупому очень, по глупости. Мне нужно было... Делал я фото для обложки предыдущего видео. Сел, повернул ключ, опустил стекло, пофотографировался, побежал монтажом заниматься и до вечера забыл. У меня тут печка была включена, все работало. В итоге вечером сажусь, тык-тык-тык-тык, все, аккумулятор, кирдык. Но на самом деле это хорошо такой опыт получать здесь. Вот в домашних условиях. Папа мне привез сегодня зарядное устройство. И вот я аккумулятор сейчас заряжаю, сейчас покажу. Как раз перед дорогой хорошо будет его зарядить, не лишним. Ну и параллельно у меня режим жесткой экономии. Надо это понимать, папа мне помогает чем может. Вот набор инструментов мне дал. Старый, тут такой все ржавенькое, но рабочий, работает. Плюс там я со своей квартиры, у меня там лежало вот ключи, набор ключей, топор тут нашел свой, компрессор папа мне отдал. Это
Кстати, если шины пробить, такая тут жидкость, она под давлением закачивается в колесо. И по идее там, ну, она так распределяется, дает и давление колесу некоторое. И плюс еще дает возможность на этом проехать до автосервиса. А вообще, для меня, по сути, этот автопробег — это авантюра. Потому что у меня хоть и права 12 лет, опыт вождения у меня с 18 года. Я себя не считаю опытным водителем до сих пор. Сколько я катаюсь, я, то есть, стараюсь аккуратно, внимательно, там, не рисковать, не гонять сильно. И, конечно же, у меня нет опыта эксплуатации автомобилей. Да? То есть это же все проходит через опыт, такие вещи. Поэтому вот я получил опыт с аккумулятором. Теперь я, ну, уже все буду понимать, что надо это учитывать. Ну, и остальные вещи так вот по ходу будут приходить. Уже задумался, чтобы купить Jump Starter, по-моему, называется. Блок, он стоит 1700. Так нужно поискать просто нормальный, от которой можно прикуривать аккумулятор, чтобы завести машину. То есть это тоже расходы. В общем, подытожу. Запустил я проект «Планета дружбы народов», который я хотел, мыслил я о нем уже год назад, больше года. Я даже не помню, когда я начал все это в голове крутить. Но очень долго все это крутил, потому что я не понимал, как начать, что начать, чтобы именно с таким смыслом все это делать. То есть не просто объявить, а именно начать делать. И вот, наконец-то, вот я считаю, что начало положено. Первый этап — автопробег от Санкт-Петербурга до Якутска. Чем больше у меня будет возможностей финансовых, то есть в прошлом видео я спрашивал финансовой помощи у вас, у зрителей. И хочу сказать вам огромное спасибо за эту поддержку. Я, на самом деле, вчера прям мне... Ну, тут даже важно не сам финансовый аспект вопроса, а именно факт поддержки. То есть я увидел, что люди меня поддерживают, а это, в принципе, главное. Вы не представляете, какая у меня вчера мотивашка была. Я вчера работал, мне прям спать не хотелось. Я делаю видео с вологодскими там друзьями с Вологды, Сямжа приезжали к нам в гости. То есть я вчера вот сидел до полночи, мне прям вот и такая сразу энергия появляется, когда у тебя есть мотивация. Прям такое крутое состояние. Поэтому вам искренне огромное спасибо всем, кто смог помочь. Тем, кто не смог финансово, но поддерживает, тоже огромное спасибо за хорошие комментарии. Это все большая помощь, которая мне помогает дальше идти вперед. Даже вот хочу отдельно, мне не видно почему-то, кто присылает, просто видно перевод и перевод. Вот я новую карточку мира открыл. Вот. Но как только я выпустил видео, кто-то мне переслал 10 тысяч. То есть вот сразу, там буквально даже не до конца, не досмотрев видео, я так понимаю, там, ну, по времени так было понятно. Отдельно, вы уж извините все остальные, но отдельно хочу поблагодарить этого человека за то, что вот прям это такой был старт, который я прям вау подпрыгнул. Потом я не смотрел, я до вечера ждал. В итоге на сегодняшний день, сейчас вот у нас 6 часов вечера следующего дня, 27-го, 30 тысяч рублей у нас собрано. А это 6 тысяч километров пути. Поэтому вот, как минимум я это оставлю. Вот я говорил, что деньги — это энергия, и ваша финансовая помощь — это тоже энергия, которую вы сможете вложить в большое одно дело. Если перевести в энергию финансовые ресурсы, в материальную энергию, то для того, чтобы я добрался в нужные мне места, мне нужен бензин. Бензин — это топливо, энергия. То есть я, по сути, тогда вот сейчас вот то, что есть на этой карточке, я буду понимать, что эти деньги у меня есть на то, чтобы ехать, что будет бензин, то есть вот как минимум. И мне сейчас проще будет тратить свои деньги, последние оставшиеся. Мне нужна летняя резина. Резина стоит сейчас 40 тысяч рублей. Плюс-минус. Ну, там 38 это какая-то дешевенькая совсем, 42 уже существенно лучше. Я вот сейчас выбрал резину, завтра еду переобуваться. Если я до этого сомневался, ну, может быть, бэушную найти, денег, ну, 40 тысяч, а бэушную можно и за 20 поискать. Но бэушной доверять в такое путешествие, резина — это вот очень важный момент безопасности. Поэтому тут экономить не стоит. И вот, соответственно, сейчас вот у меня сразу 40 тысяч на резину. Разрабатываю атрибутику, наклейки. Это тоже там 5 тысяч сюда, 5 тысяч сюда. Деньги немножко потихоньку уходят. Но с вашей помощью мне теперь гораздо легче готовиться, потому что я сейчас, даже если я потрачу все ресурсы, я буду понимать, что, ну, еще в дальнейшем можно надеяться на поддержку народа, поддержку людей. Ну и также спонсоров я тоже пока еще на завтра там у нас переговоры. Николай там всем занимается, он завтра пойдет. То есть еще это тоже поддержка каких-либо организаций. Якутия тоже не отменяется. Мама с папой сказали, помогут чем смогут, но после зарплаты в мае. То есть я уже выйду. Главное, что я выйду, у меня есть средства, ресурсы на бензин. Покушать уж разберемся, походное. Пойдемте, я вам покажу. Вот здесь мой уголок туристический
с поездки на юга, и у меня много всего еще тоже осталось. То есть вот тут я пакет мой хозяйственный, я особо немного потратил, то есть, ну, это тут 1005 только, а здесь, тут у меня вот котелок, то есть, ну, есть то, чтобы жить в полевых условиях, в принципе, и, соответственно, потихоньку. Ну, в общем, это даже круто, это так и даже интересно. Когда у тебя много денег, и у тебя на все хватает, и ты, ну, у тебя пропадает какой-то азарт. А сейчас у меня, получается, ресурсы крайне ограничены, и в этом есть какой-то азарт прикольный. Ну, я так это воспринимаю, и это круто. Что вот ты распределяешь эти ресурсы там туда-сюда, ты их будешь стремиться добывать. Ну, то есть это здорово. Итоговое видео я выпущу завтра. Итоговую сумму я вот сейчас вам покажу. Вот столько нам удалось собрать за 2 суток, получается. Еще раз огромное спасибо, друзья. Все, я готовлюсь. Надо мне, чтобы успеть в Вологду. Чтобы успеть в Вологду, мне нужно выехать уже 6-7 мая, потому что потом Александр Сергеевич, к кому я еду, он уезжает уже на работу на вахту 10 либо 11. Вот нужно подготовиться к этому времени и уже стартовать. Дальше я просто по ключевым городам примерно маршрут описал, но куда еще занесет, это посмотрим по ситуации, и это круто. То есть оттуда нужно до Москвы бы добраться. И, кстати, в Москве, если что-то мы не успеем, допустим, наклейки подготовить и обклеить, мы закажем их в Москве, приедем в Москве, все наклеим. То есть стартуем пока так. С Москвы там уже дальше Нижний Новгород. У меня тут шпаргалка, потому что я, ну, чтобы по порядку вам рассказать. Нижний Новгород – это ключевые места. Казань, обязательно Чайковский. Там живут родители моих друзей, очень хорошие люди. Прям вот я очень хочу вам их показать. Очень душевнейшие. Ну, вот, прям вот обязательно в Чайковский мы в гости доберемся. Дальше Пермь, Екатеринбург, там Курган, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск. Ну, то есть я хочу по Алтаю еще, в Горный Алтай, там в деревне. То есть это вот я именно не города меня интересуют больше, конечно же, а именно вот то, что вокруг них творится, какие-то деревушки, ну, вот меня так тянет. Хотя и, конечно же, города тоже интересно посмотреть, ключевые города нашей вот необъятной родины. Иркутск, Улан-Удэ, и дальше уже вот Чита, в Якутию мы въезжаем Тында, Нерюнгри, Алдан, Якутск. И, ну, примерно к июню, там, к 20 числам приехать, если на все будет хватать ресурсов, чтобы спокойно ехать, не торопиться. То есть я планирую так. И как раз к цеху быть на месте. План такой. Друзья, надеюсь, вместе мы с вами сможем его реализовать. Буду оперативно с вами делиться. Вот как сейчас я на следующий день сразу записываю видео, оперативно его выложу. То есть надо это взять за практику. И, конечно же, просьба поддержать еще тех, кто не успел поддержать. Реквизиты карточки мира указаны в описании видео. И, наверное, в конце видео я тоже сделаю. Или сейчас прям. Вот. Дальше по поводу публикаций. Яндекс.Дзен, Телеграм, у меня канал. Ссылки я оставлю в описании. Инстаграм пока еще. Ну, я надеюсь, все будет хорошо с Ютубом. Но если не будет хорошо, я не хочу терять вас, своих зрителей. И вы меня не теряете. Ну, понимаете, да? То есть будет как-то глупо ехать снимать и не иметь аудитории, чтобы с кем-то этим делиться. Надеюсь, такого не случится. И по поводу оборудования. Если кто смотрел крымские мои записи, я вот эту камеру, там она у меня сломалась. Вышла из строя. Камера крутая, DJI Osmo Pocket 2. Но особенно у нее крутой микрофон. Вот сейчас я хочу его протестировать. Ремонт, конечно же, обошелся мне. Вот эти все штуки, они дорогущие. Вот только эта камера. За нее только я отдал 27 тысяч, чтобы вот это починить. У квадрокоптера, кто помнит, я его уронил еще там в Якутии, будучи. Такая же беда была, вот беда с этим подвесом. 50 тысяч я потратил на то, чтобы вот отремонтировать его. То есть цены вот сейчас просто нереальнейшие. Это еще до подорожания всего. Это я в январе починил. Ну камеру, ну мне сказали, что это еще старые запасы этого запчастей. Давайте протестируем, какой у него звук с микрофоном, петличкой. Так, вот микрофон такой. Вот. Посмотрим, как слышно.
Камера еще, смотрите, она за мной гуляет. А? Одному снимать вообще класс. Ну и как звук проверим. Отхожу подальше. Вот это мои основные камеры, по сути, и GoPro. GoPro я купил еще в Крыму 10-ю. Вот так вот я с ней бегаю. Сразу вот штатив. Ну, в принципе, очень удобно. Так, ну-ка отойдем еще. Раз. Эй, не теряй меня. Потеряла. Все. Ну-ка еще раз. О. Так. Ну, надо без резких движений. Как звук? Ну, потом послушаю, сам проверю. Вот я понимаю, что звук это очень важный момент для съемки, прекрасно это понимаю. Но в моем стиле, когда я вот так вот все вот беспостановочно снимаешь, когда и людей ты ловишь в такой момент, что вот именно сейчас ты услышал то, что он хотел тебе искренне сказать, а не потом давайте сядем, давайте настроим камеру, вот вам микрофон. Так уже человеку сложнее прям вот открытым быть максимально. Поэтому все равно я придерживаюсь своего стиля съемки. Вот так, здравствуйте, как у вас тут дела? А что это? Ух ты, это. Ну вот так примерно. И когда ты, а как вот тут, если микрофоны всякие нацеплять, вот это вот провода на людей нацеплять, сложно. Это, кстати, вот с другого ракурса, с двух камер поснимаем. Ну вот, в общем, к чему это все опять меня потеряло? Хочется как-то еще креативить съемку. Я вот сейчас учусь монтажу, но тоже это учиться одно, нужно практиковать все. Конечно же, надо потом, чтобы все было поинтересней. Ну вот, так. Есть еще такая вот ветрозащита у него. Тоже, я думаю, что полезно в ветреную погоду. Друзья, теперь я еще больше уверен, что у нас все получится, что я не один. За это вам еще раз огромное душевное спасибо. Впереди нас ждет много интересных приключений. И не только в этом автопробеге, но еще и во многих других, которые думаю, что я и буду дальше реализовывать что-то интересное. Я очень замотивирован, и надо начать, а дальше уже двигаться вперед. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте завтра посмотреть, оценить видео с нашими вологодскими друзьями из Сямжи, которые приезжали в Якутию на рыбалку и получили нереальнейшие эмоции. Я просто, вот это надо слушать, как они, в каком они непритворном восторге. Обязательно зацените. Давайте, всем счастливо. Все, наконец-то, да? Наконец-то сбылась мечта идиота. Все таскает крупное, блин, мне не достается.